Выдающийся ученый, доктор исторических наук, один из корифеев абхазской науки, Шалва Денисович Иналыпа родился в селе Губ, где провел свое детство, но ввиду печальных и даже трагических событий, обрушившихся на его семью, ему пришлось довольно рано повзрослеть. Вообще наш род происходит из Бзыбской Абхазии, и там до сих пор живут иналыповцы, но прадед моего отца, он во время Кавказской войны, у него были там непримиримые противоречия с генералом Горчаковым, он переселился в Ачимчирскую Абхазию, в Реку. Мой отец уже родился в Гупах. К сожалению, вот все испытания 30-х годов ему пришлось пережить сполна. У него уже не было отца в живых, брата среднего расстреляли как троцкиста, старшего брата арестовали в связи с убийством Кирова. А невестка, которая оставалась в доме, она продала дом. Мать тоже у него умерла, когда он был в 10 классе. И он остался фактически без близких родственников и без дома. Когда мы гуляли в ботаническом саду, он показывал мне вот эту тысячелетнюю липу и говорил, что три ночи ему пришлось ночевать под этой липой. И с тех пор я очень люблю туда приходить и так в одиночестве иногда подумать, поразмышлять. И несмотря вот на все эти тяготы, он все-таки не сломился. И у него была вот такая мечта как-то отстаивать правду об Абхазии, об истории Абхазии. Вся жизнь Шалвы Денисовича была посвящена служению абхазской науке, истории, этнографии, литературоведению. Его наследие по-настоящему огромно, а самое главное, оно бесценно для абхазской государственности. Чего только стоит его фундаментальный труд «Абхазы», в котором ученый собрал сведения об абхазах с древнейших времен до нашего времени. Ее называют абхазским паспортом, а порой и абхазской Библией. Она произвела на меня гигантское впечатление. Вот после этого, мне было 14 лет, 14 лет, и все, все у меня перемешалось, переменилось, и я решил, что я буду абхазоведом, буду заниматься историей, изучением происхождения абхазского народа. Для меня самое главное было, откуда пошел абхазский народ, откуда он произошел. И это, конечно, интерес, который в меня внедрила работа, замечательная, гениальная работа Шалвы Иналыпа «Абхазия». Я считаю, что эта работа, эта книга, она эпохальная, она гениальная, эпохальная, и сыграла гигантскую роль, вот эта книга, вот как абхазская Библия, можно сказать. Роль в развитии абхазской интеллигенции, абхазской научной мысли. И не зря называли, вот грузины называли прозорливо Шалву Иналыпа идеологом абхазского национализма. Он не был националистом, конечно же, но он вот своими трудами внес огромный вклад в развитие абхазского национального движения, абхазской национальной мысли. Вот. И вот наше государство ныне, да, это в частности и результат его научной деятельности. Вячеслав Чирикба также отмечает, что знакомство с этой книгой, а потом и лично с Шалвой Денисовичем полностью предопределило его будущее и то, чем он занимается сегодня. Еще был школьником. Я пытался писать какие-то научные труды. Еще там, я думаю, в 9 классе я впервые вот с ним познакомился, пришел в Абеги, вот, и вот познакомился с ним. Он мне пришел домой, я дома у него был тоже, и с его дочерью познакомился, с его прекрасной, замечательной, любимой мной супругой Мирой Костяной Иналыпа познакомился там. И вот эта наша дружба продолжается сейчас с семьей Иналыпа, вот, с удивительной семьей, которая просто уникальная семья для Абхазии. Я думаю, для любого другого общества это будет уникальная семья по своему вот характеру, по своему знанию вот, и того энергии, которую они дают каждому человеку. Отмечая значимость этого труда, Чирикба говорит, что особо ценно в ней были даже не те вопросы, на которые она отвечает, а скорее те, на которых ответа еще не было. Это был как будто бы вызов для молодого ученого. Впервые собрал сведения об абхазах вот, с древнейших времен до современности. То есть вот такой обзор, который можно вот найти в одной книге. То есть не нужно
библиотеку, рыться по многочисленным энциклопедиям. Вот в одной книге собрано наиболее краткой форме, прекрасном изложении, доступным языком, наиболее важные этапы развития абхазской нации, абхазского этноса, народа от древности. И кроме того, что мне больше всего понравилось, то, что меня как раз стимулировало к моему развитию как абхазоведа, хотя я собирался быть зоологом, естественно, это те задачи, и те проблемы, и те загадки, которые он сформулировал в своей книге. Откуда происходит абхазский язык, откуда происходит абхазский этнос. Это либо это Малая Азия, либо это вот Кавказ, либо это какая-то другая территория. Очень много было вопросов, остаешься открытыми, потому что это все-таки естественно, что это все в отсутствие древних письменных памятников у абхазского народа, это все косвенные данные. Естественно, очень много загадок, и сейчас много загадок остается, но вот эта вот именно загадочность, она меня всегда привлекала, и это вот как раз вот был вызов для меня попытаться хоть какие-то ответы найти на эти загадки. Кстати, удивительно, что она до сих пор не была переиздана. Это просто только в Абхазии такое может случиться, знаете, парадокс. Вот издают, тонны макулатуры издают, а гениальные произведения абхазской научной мысли, они как-то вот до них дело не доходит. Другой этапной книгой для ученого стала «Вопросы этнокультурной истории Абхазии». Ее выход в свет произвел эффект разорвавшейся бомбы, ведь она шла вразрез установившейся в грузинской историографии идеи о том, что у абхазов не было и не могло быть собственной истории. Чтобы понять его роль в абхазской историографии, да, как я, значит, да, вот надо посмотреть в двух словах, мы скажем, какие концепции по историографии Абхазии существовали, какие подходы к истории абхазского народа существовали, да, вот и мы знаем, мы знаем грузинскую историографию, в принципе, официальной истории и культуры абхазского народа, это довольно хорошо известно, в принципе, Шалва Денисович в своей работе в вопросе этнокультурной истории абхазов, он что сделал? Самое главное, да, вот, допустим, он все тот мусор, грязь, то, что грузинская историография бросила, да, вот, накрыла историю Абхазии, он все это очистил. Полностью очистил и показал историю Абхазии той, какой она есть. И самое главное, вот еще надо будет подчеркнуть, вот эту грязь, которая была брошена со стороны Грузии, он обратно им не кинул. Он бросил в море. Понимаете, это образно я говорю, потому что он, вот, то есть это его характерная черта. Это аристократизм его. Да, вот это высокое, да, гражданское, да, такое вот достоинство гражданское. Его в этом тоже проявляется. После выхода в свет этой книги Шалве Денисовичу и его семье пришлось пережить настоящую травлю, следы которой вели в Тбилиси. Справиться с этим давлением было нелегко, но ощущалась поддержка семьи и ряда молодых ученых. Были угрозы и по телефону, и иным образом, и даже вот его друг Изук Габели, который когда работал в органах, он сказал, что тебя нельзя так оставлять, нужно предоставить охрану. Отец мой, конечно, отказывался, но мне кажется, все-таки в какое-то время такую охрану предоставили, потому что на самом деле были очень серьезные угрозы. Ну и в 1989 году мы все друг от друга это скрывали, но и старались каждый поднять телефон первым, потому что постоянно звенел телефон и говорили: убирайтесь отсюда, мы с вами расправимся и так далее. Я сама много раз слышала по телефону такие угрозы. Так что это давление было не только таким анонимным по телефону и там письма жалоб в разные инстанции и так далее, но это была и травля такая вот относительно его работ. Вы знаете, что сама вот эта его работа «Фундаментальный труд» по вопросу этнокультурной истории Абхазии, поскольку там автор посягнул на какие-то тезисы, которые для грузинских псевдоученых были очень важны для оправдывания притязания на Абхазию. Потом, так сказать, пытались представить этот труд как ненаучный, как не способствующий дружбе народов, как не соответствующий коммунисту и
гражданину Абхазии. Дошло до того, что этот труд подвергли научной экспертизе. Письмо молодых ученых из Абхазии была организована большая очень комиссия из очень представительных ученых того времени, академики, доктора наук, директора институтов истории, археологии, этнографии и так далее. Все ведущие институты участвовали в экспертизе этой книги. И была дана очень положительная рецензия, в которой сказано, что самое большее, что он себе позволил бездоказательно, это высказывать какие-то гипотезы, на которые имеет право каждый ученый. А все остальные тезисы, которые поддерживали и доказывали автохтонность абхазов на своей территории, они научно обоснованы. Но, к сожалению, тогда партийные органы сказали, что Шалва Денис, вызвали его, сказали, вы будете спокойны, все нормально, ваша работа, так сказать, она не подрывает ничего, она истинно научная и так далее. Но мы не будем публиковать результаты этой комиссии, поскольку это опять может вызвать волнение и нежелательные последствия. Становление Шалвы Денисовича Налыпа как ученого происходило вопреки. Что это значит? Ему приходилось создавать фундаментальные исследования, преодолевая кордон грузинской такой жесткой чугунной цензуры. И это было очень сложно. Он все время жил в стрессовой ситуации. Каждое его исследование, особенно вот такие вот фундаментальные, вот как, например, абхазы, это вот как паспорт для нас. Он тогда был и сейчас сохраняет свою научную ценность, его работа. Помню, мы были старшеклассниками как раз, когда вышло его фундаментальное исследование «Вопросы этнокультурной истории абхазов». Вот эти работы, когда выходили, они становились событием не только для науки, научной жизни, для интеллигенции, но они становились событием для общественной жизни. И, к великому сожалению, ученый вместо того, чтобы пожинать плоды, скажем, удовольствия, радости, что вот ему удалось сделать, преодолеть вот такой труд, создать такие качественные исследования, вместо этого создавалось, понятно, в контексте той политики, которую в то время проводила Грузия и грузинская интеллигенция, такая турбулентность вокруг него. Говоря о Шалве Денисовиче, все в один голос отмечают его гражданскую смелость, неуступчивость в принципах и строгое служение лишь науке и научным истинам. В эпоху, в которую он жил и занимался историей, писать и делать то, что делал Шалва и Налыпа, могли немногие. Многие наши ученые, когда начинали еще и делали первые шаги в науку, они понимали, что браться за острые, сложные темы, ключевые, как история этногенеза абхазов или государственности, Абхазское царство и так далее, это означало, что они не сделали бы никакого продвижения в науку вперед, вот, скажем, да, карьерного роста не было бы, им просто не дали бы, потому что, в принципе, защититься по таким темам на всей территории Советского Союза было очень сложно, настолько все контролировалось, ну, оттуда, да. И поэтому брали какие-то более, скажем, мягкие темы, не очень принципиальные, но тоже, конечно, нужные. Для науки нужно все. Да. И более того, даже среди выдающихся абхазских ученых были и такие, которые, как бы назвать позицию, которую они занимали. Вот как-то оценивая их, соратники, я от соратников слышала, что вот этот ученый, он сделал очень много, в главном он не уступал,
а в менее главных проблемах все-таки он свою позицию корректировал, иначе ему не дали бы издать свою там монографию и так далее. Вот такое вот было время. Я возвращаюсь и Налыпа. Я вот не знаю, может быть, мимо меня что-то прошло, насколько я знаю, как раз-таки не уступал. Когда отрицалось вообще само существование абхазского народа, абхазский язык был объявлен диалектом грузинского языка, Абхазии, грузинской этнической группой. Да? И в это время писать об истории Абхазии, и культуре Абхазии, это не просто было безопасно для самого человека, который писал, но и для его семьи, для его родственников. Они могли быть полностью все репрессированные. А Шалва Денисович, он закончил 40-е годы, институт и диссертацию защитил в 1948 году после аспирантуры в Москве по истории этнографии Абхазии, абхазов. 1948 год, представляете, это что само по себе уже подвиг. Вообще надо сказать, что это плеяда абхазских ученых, которые вот рядом с Шалва Денисович стояли, это Дзидзария Георгий, это Платон Шакрыл, это первый археолог Абхазии, да, это Трапщ Михаил, это Зурабан Шабадзе, это действительно, которые писали по истории культуры Абхазии вот 40-е, 50-е, 60-е годы, они совершили героизм. Действительно, это проявили настолько такое гражданское мужество. Возможно, сейчас, за истечением какого-то времени, неподготовленному человеку не сразу бросится в глаза связь основных трудов Иналыпа с становлением современной абхазской государственности, с национальным самосознанием, однако она очевидна, считают ученые. В советский период, ранний советский период, были, конечно, целый ряд выдающихся самородков, блестящих, ярких людей. Это и Нестор Лакоба, и Ефрем Эшба, и Симона Шхасава, и Симона Басария, Картозия. Там целая плеяда была, которые были, конечно, все уничтожены были, конечно, руководством Грузии. И цель была, конечно, препятствовать развитию абхазского народа, естественно, политической нации. Это была совершенно четкая цель, очевидная цель. Не дать развиться абхазам как политической нации. Не просто как этносу, а политической нации, которая осознает свою самость свою, да, что мы самостоятельный отдельный народ. Но уже в советский период, уже в среднесоветский период, это хрущевское время, брежневское время, да, и чуть позже, три фигуры оказали форматирующее влияние на развитие абхазской нации. Это был Шалва Иналыпа, несомненно, один из первых. Это была работа Абхазы, это тема, вот эта работа тоже. Кроме того, это второй был такая фундаментальная фигура, это Георгий Дзидзария, своей замечательной книгой «Махаджирство» и проблемы истории Абхазии 19 столетия, которая гигантскую роль сыграла в истории, в развитии абхазской науки исторической, а также повлияла на историческое развитие исторической науки на всем Кавказе. Вот. И великий роман Баграта Шинкуба «Последний ушедших». Вот эти три работы, три книги практически, они сыграли форматирующую роль для абхазской нации советского периода. Одним из важнейших научно обоснованных открытий Шалвы Иналыпа стала национальная интерпретация абхазской истории. Он доказал субъектность абхазского народа. Существует такая концепция, но это еще в Советском Союзе такая концепция была, что абхазский народ древний этнос, но он не мог создавать самостоятельно свою политическую историю, культурную историю, понимаете, и то, что те достижения, которые имеют Абхазия, в принципе, и остальные народы, малочисленные народы, которые имеют, это являются привнесенными. Например, государственность, культуру, это привносили извне большие империи. То есть, можно сказать, что о прогрессе цивилизацию в Абхазию, абхазскому народу привносили в результате перманентной ее колонизации. Начиная от древних греков, римлян, византийцев, потом России и так далее. Да? То есть империи приходили сюда и давали толчок развитию абхазского народа.
То есть абхазский народ рассматривается как объект истории, но не как субъект. Ну, это не только по отношению к Абхазии, это еще эта концепция, она была выработана еще там, да, вот в Западной Европе, период, когда начались колонизации, имперские захваты. Да? Народов. Да, ну, то есть это называется культурный расизм. То есть неспособность малочисленных там, малых народов самостоятельно развиваться. То есть они могут самостоятельно развиваться. Эта концепция, она существует. Она и сегодня существует в абхазской историографии. То есть мы мало говорим об этом, но мы говорим, но это не очень, видимо, заметно. А что удалось Шалва Денисовичу? Он опроверг полностью своими работами эту концепцию тогда еще. То есть он доказал, научно обосновал, что с древнейшего периода до настоящего время развитие абхазского народа происходило в результате закономерного внутреннего социально-экономического, политического и культурного развития, что абхазский народ создал свою государственность, создал импульсы, культурные импульсы, которые пользовались не только абхазские народы, но и окружающие народы, наши соседние народы. Безусловно, это развитие происходило в тесном взаимодействии, сотрудничестве, взаимовлиянии с соседними народами, государствами, как и близкими, так и далекими. То есть Шалва Денисович впервые научно обоснованно показал субъектность абхазского народа в мировой истории и культуре. Шалва Иналапа принадлежал к блестящей плеяде абхазских интеллектуалов, на долю которых выпало создать тот базис, на котором и ныне зиждется абхазская культура, история, наука и даже государство. Вот так же, как вот в 20 веке Дмитрий Гуля был первопроходцем в нашем просвещении, в целом в нашей культуре, старшее поколение наших ученых, которые создавали науку, они тоже были первопроходцами. Мы знаем, что Дмитрий Иосифович пытался объять необъятное, потому что он чувствовал время, чувствовал эпоху, а эпоха была сложная с той точки зрения, что она была потрясением для многих народов. Это как бы эпоха перемола этносов, даже можно сказать. Вот начиналось такое время. И Дмитрий Гуля торопился. Почему сейчас я о нем так говорю? Потому что и в науке вот наши старшие, которые начинали создавать абхазскую науку и подняли ее на очень серьезный уровень, они трудились. Они на самом деле трудились 24 часа, и занятия наукой для той самой яркой плеяды выдающихся ученых, которых мы имеем в виду, когда мы говорим, это прежде всего Георгий Алексеевич Дзидзари, Зураб Феонорович Чинчебадзе, Шалва Денисович Иналапа. Вот плеяда яркая именно с их имен, прежде всего, я так понимаю, она должна вот начинаться. И трудились, создавали науку для того, чтобы в это сложное время усилить, создав некую конструкцию теоретическую, скажем так, для того, чтобы увеличить шансы абхазского народа на сохранение, развитие, создание государственности. Они осознавали вот эти глобальные задачи, решение которых было необходимо, поэтому они все торопились. Будучи сам ярчайшим ученым, ежедневно и ежечасно занимаясь научными изысканиями, Шалва Денисович никогда не упускал из виду и не обделял вниманием тех молодых людей, которые тянулись к науке. Всегда их поддерживал, помогал советами, направлял в науке, был старшим товарищем
и даже отцом. Для многих из них он, его образ ученого, до сих пор путеводная звезда, а общение с ним они вспоминают как одну из больших жизненных удач. Но я могу назвать его своим духовным отцом. Я имею в виду научным отцом. Вот тот человек, который для меня был ролевой фигурой, на которого я равнялся и сейчас равняюсь. И я думаю, это недостижимый вот для меня уровень. Вот. И тем не менее я к нему стремлюсь. Вот. Это для меня такой стимул для развития до сих пор. Я думаю, что и многие другие абхазские ученые, включая, кстати, нашего великого президента Ардзеба, считают себя учениками Шалвы Чиналова. Вот. И, конечно, он оказал влияние, ну, и своей личностью, совершенно удивительной личностью. И, конечно же, в основном своими работами огромное влияние на Абхазию, как и на этнос, и на развитие абхазского государства. Абсолютно без всяких привлечений. Это оценка его вклада в развитие абхазского государства, этноса, вот такой среднесоветский вот период. В семейном архиве ученого до сих пор хранятся пожелтевшие страницы письма, которое в декабре 1966 года написал из Москвы ученому аспирант Института востоковедения Владислав Ардзенба, который уже на тот момент по совету Шалвы Денисовича начал заниматься темой хеттов. Он очень был рад, когда молодые люди приходили и говорили, что хотят заняться историей, этнографией, антропологией. И вот все свое детство я помню, как он звонил в Москву или в Нальчик, или в Орджоникидзе тогда и так далее, и просил за кого-то по поводу каких-то мест в аспирантуру, по поводу экзаменов и так далее. И вот радовался как ребенок, когда удавалось кому-то помочь. Ну и вся наша жизнь, в общем-то, задавалась его вот этой страстью к истории Абхазии, его любовью. Это было самым главным, это было самой главной темой всех наших разговоров. Но что говорить, если моя мама, она была молодым специалистом, агрономом субтропических культур, вот, у нее были хорошие очень успехи. Она просто переквалифицировалась, настолько увлеклась историей, потом закончила АГУ уже здесь и всю жизнь свою уже занимается историей Абхазии. И, конечно, его личность тоже такая. Он был очень скромным человеком, очень скромным человеком. Знаете, истинный ученый должен быть скромным. Это его часть, его вот, как бы вот, его интеллигентности, часть его значит, облика. И у него много учеников. Он, ну, трудно сказать, что есть школа НАЛ, но есть очень много учеников. В частности, вот и Владислав Ардзенба, я знаю, что благодаря, он мне сам говорил, Владислав Ардзенба, что благодаря его совету он стал заниматься хеттами. Хетская цивилизация, это была его, как бы такой первоначальный стимул. Он содействовал, чтобы он поступил в эту прекрасную в аспирантуру к прекрасным учителям, Вячеслав Федорович Иванов, там Коростовцев, там были, ну, великие ученые. Я, кстати, многих видал. Благодаря тем, что общался с Ардзенбой, я познакомился с многими из этих ученых. Вот. Это тоже ведь эстафету он передал и вот в разные направления, в частности, и Ардзенбе как ученому-хитологу, востоковеду. Отечественная война народа Абхазии стала личной трагедией для Шалва Денисовича и его семьи. Тяжелейшим ударом стало для него сожжение Абхазского архива, но еще более непоправимой утратой гибель единственного сына Адгура. Он и удивлялся, и восхищался, и много раз вот он задумается, и потом говорит, абхазы выдержали. Он все время говорил, выстояли, выдержали. И всегда беспокоился о том, как живут люди. И когда
ему говорили, когда приходили молодые, там иногда кто-то из правительства, он все время спрашивал, как обстоят дела. И когда ему говорю, все хорошо и так далее, он спрашивал, а как вот в отдаленных селах, как живут сельские жители, как там молодежь. Ему говорят, он говорит, не может быть, я думаю, что есть там и голодающие люди, и бедствующие, будьте повнимательны. Вот это его всегда очень беспокоило, что после войны очень многие люди бедствуют. Но вот то, что выстоял народ, он был просто вот как бы, не знаю, восхищенный, удивленный. И вот какая-то надежда у него появилась, что все-таки вот Абхазия сможет выстоять и в мирное время. Продолжением вот той грузинской политики, которая создавала большие проблемы ученым, стала война, которая нанесла ему непоправимый удар, вот непоправимый. Война, вот, она отняла у него единственного сына. И вот когда ты начинаешь связывать вот всю вот эту его биографию, вот все цепочки, звенья вот цепочки этой, да, и вот тот удар, о котором я говорила, и начинаешь понимать, насколько трагична вот, и драматична его личность. В этом году Шалве Денисовичу Иналпа исполнилось бы 105 лет. Его наследие огромное, богатое, такое, в котором еще может быть найдено 1000 и 1000 тем для исследований, и оно наверняка и есть, и будет в будущем вдохновением для многих ученых. Если говорить о его значимости или же о его положении, его статусе, вот в абхазской науке, если о многих, кто занимался наукой, да, можем сказать, что они оставили след. Я не хотела бы так говорить о Шалве Денисовиче. Он не просто своими научными трудами оставил след. Во-первых, он создал научное наследие, которое было важной конструкцией, на котором строилось наше национальное самосознание, наше понимание своей государственности, своего происхождения, своей идентичности и так далее. Я думаю, что это один из самых выдающихся зубров абхазской науки XX века. Говоря о Шалве Денисовиче как об этнографе, Пола Гарб отмечала, Шалва Иналпа, описывая нормы поведения и традиции абхазов, всегда умел делать это многомерно, глубоко, так что читатель не только ближе и лучше узнавал абхазскую культуру, но всегда задумывался о связи локального и универсального и об общечеловеческих ценностях. Это качество делает значимым его наследие не только для Абхазии, но для всего Кавказа и далеко за его пределами. Что касается личности Шалвы Иналпа, она отмечала, что самое большое впечатление на нее произвело то, как в нем сочеталась огромная любовь к своему народу, глубокая озабоченность его судьбой, но при этом не было противопоставления, отрицания, никакой замкнутости, а напротив открытость ко всему миру. Это очень привлекало и вызывало симпатию к Абхазии, способствовало пониманию ее проблем. И это все не говоря о самой личности Шалвы Денисовича, о его прекрасной семье, которая всегда была ему во всем опорой и поддержкой. Бесценно и то, что после смерти ученого его супруга Мира Константиновна сумела всерьез заняться наследием Шалвы Денисовича, выпустив ряд важных книг. Его внук Айнар Иналпа сегодня работает директором историко-культурного заповедника «Сухумская крепость» и старается воплотить в жизнь идеи Шалвы Денисовича о создании музея под открытым небом на этой территории. Большой ученый мог бы по праву гордиться своими другими внуками и правнуками, которые по-настоящему и внешне, и внутренне соответствуют лучшим традициям абхазской культуры. Для него большой поддержкой всегда была Мира Константиновна, которая тоже сама ученая, но женщина, видите как, тут, когда мужчина занимается наукой,
он погружается в науку. Супруге приходится еще, понятно, детьми заниматься, и практически все ложится на мужчину, так получается, да? Я конкретно не знаю, как это было в этой семье. Они воспитали замечательных детей, и они были очень дружные, кстати. Я к тому, что Мира Константиновна в науке сделала бы гораздо больше, чем сделала, да, если бы занималась бы вот сугубо только вот наукой. Но она занималась как бы и его наукой тоже. Она была ему такой поддержкой и в научной работе, вот и по жизни тоже. Вот в этом смысле ему, конечно, я считаю, что очень повезло. Это большая редкость. После смерти супруга Мира Константиновна собрала его рукописи и издала такие бесценные труды, но без которых на самом деле наша наука была бы очень скудной. А нас с Отгором, с моим старшим братом, отец очень так не без какого-то давления интерес к нашему прошлому, к природе, к людям Абхазии прививал тем, что мы периодически выезжали в разные регионы, районы, села Абхазии. И он мог... Сам он исходил пешком и на лошадях всю Абхазию, знал практически каждый ее уголок. Я вот очень хорошо запомнила, кажется, я когда-то вам рассказывала, что перед тем, как поехать в экспедицию к Мушнихварске, я сказала, что вот мы едем в Хуап, что мне там посмотреть. И он буквально вот рассказал, где там какие-то останки крепости, где церкви X века, где родник, где след на камне, так сказать, копыта коня там какого-то князя Ачва и так далее. То есть он с какими людьми там познакомиться и так далее. То есть вот в его голове была вот такая интерактивная карта Абхазии. Он выражал концентрированно все те черты, настоящие черты настоящего абхаза. Это высокий аристократ. То есть он не то, что просто княжеского происхождения, у нас есть христианского происхождения аристократ. То есть это не в этом смысле, я имею в виду по своему духу, по своему системе поведения, по своему мышлению. Это не просто был интерес, но он аристократ. Он выражал в себе вот то, что мы говорим, абсора. Вот я его рассматривал настолько, это был эталон абсор, носителя абсор. Это, вот, я думаю, здесь ни у кого не может быть сомнения. Мы очень много учили. Я, например, очень много научился в нем. Но есть такой, в чем его выражалось, это вот это его дух. Вот есть национальный дух. Это, как кто хочет понять, это существует. В нем вот это стержень, национальный дух очень был силен. У него гражданская мужественность, это очень сильный. Вот мужество очень сильное у него было. Мне кажется, что для молодого поколения, которое находится, вот скажем, в интеллектуальном развитии, важно знать Шалву Денисовича не только как ученого, не только его труды. Наверное, вот про его жизнь в подробностях, скажем так, в подробностях. Почему? На его примере все-таки, я думаю, можно и нужно учить молодежь преданности любимому делу, да? Любимой профессии. Любимое дело, профессия, которая стала его жизнью, его образом существования, это была наука. В научном сообществе Шалва Денисович Иналыпа обладал большим авторитетом. Он был первым абхазским этнографом, который лично вышел в широкое академическое сообщество, в среду профессионалов, коллег-кавказоведов, пишет об Иналыпа этнограф-кавказовед Юрий Анчабадзе. Невозможно представить ни одну современную работу по абхазоведению без цитирования трудов Шалвы Денисовича, ссылок на его труды, обращения к его мыслям. Это высшее признание непреходящей ценности научного наследия ученого, его вклада в изучение истории и культуры абхазского народа, в развитие кавказоведческой мысли.